Здравствуйте, ребята! Все готовы к уроку биологии? Тогда начнем наш урок. Сегодня мы рассмотрим тему «Общая характеристика типа хордовые. Ланцетник – низшее хордовое животное». Сегодня на уроке изучим с вами общую характеристику типа хордовые, узнаем о строении, образе жизни, передвижении ланцетника – низшего хордового животного. Хордовые – это группа животных, для которых характерно наличие осевого внутреннего скелета в виде хорды. Важно понимать, что хорда имеет определенный порядок закладки в стадии зародыша. Этот порядок общий для всех представителей этого типа, что является одним из объединяющих эту группу признаков. Выделение группы в особый тип связан с именем русского эмбриолога Ковалевского, который выявил сходство примитивных морских животных, показав, что ряд животных является переходной формой, имеющей признаки позвоночных и беспозвоночных. В любом случае, первые хордовые могли появиться более 500 миллионов лет тому назад. Предки хордовых имели эволюционное родство с представителями типа полухордовые и типом иглокожие. На сегодняшний день ученым известно несколько десятков тысяч видов хордовых животных, которые объединены в один тип, исходя из следующих особенностей. Животные имеют осевой скелет хорду, которая у высших животных преобразуется в ходе эмбрионального развития в позвоночный столб. На спинной стороне непосредственно над хордой располагается нервная трубка с внутренней полостью – невроцеле. Как хорда, так и нервная трубка, тянущаяся вдоль тела животного, и спереди от них располагается пищеварительный тракт, имеющий сквозное строение, начиная с ротовым отверстием, заканчивается анальным. Кровеносная система имеет замкнутый вид, кровь по которой приводится в движение благодаря мышечному полому органу – сердцу. На сегодняшний день тип хордовые делится на три подтипа – оболочники, бесчерепные, позвоночные или черепные. Подтип оболочники – это морские животные, тело которых имеет мешковидную форму. Одним из представителей данного типа является асцидия. Асцидия – это животное, ведущее оседлый образ жизни. Однако в личиночной стадии асцидия может передвигаться. Таким образом, они находят подходящее для жизнедеятельности место. Личинка внешне напоминает головастика, очень маленькая, 1 мм. Плавает благодаря своему довольно длинному хвосту. У личинки имеется хорда, центральная нервная система, мускулатура. Однако после прикрепления личинки к субстрату строение асцидии упрощается. Все вышеперечисленное атрофируется, нервный узел уплотняется, тело покрывается оболочкой, мантией. Таким образом, на примере асцидии мы можем наблюдать вторичное упрощение уровня организации, анатомических и физиологических характеристик животного. Можно сказать, что эволюция на примере асцидии пошла по пути не усложнения и прогресса, а упрощения, то есть регресса. Биологический регресс нельзя рассматривать как негативное явление, а примитивное строение некоторых животных свидетельствует скорее еще об одном механизме эволюции. Упрощение можно рассматривать как приспособление, возможность природы обеспечить выживание в условиях жесткой конкуренции биологических организмов. Подтип бесчерепные – это небольшая группа животных, имеющая в своем составе 2 десятка видов морских животных. Бесчерепные принадлежат к типу хордовые, имея все признаки данного типа – хорду, нервную трубку, лежащую над хордой, сквозную пищеварительную систему. Есть еще один признак, весьма характерный для хордовых, требующий особого внимания. Передний глоточный отдел пищеварительного тракта имеет сквозные отверстия, жаберный аппарат. У рыб он преобразуется в полноценные жабры. У земноводных имеется только у головастиков, а у иных позвоночных данный признак имеется в стадии зародыша. В любом случае, наличие жаберного аппарата – это характерный для позвоночных признак, который имеется и у ланцетника. Тело ланцетника беловато-желтое, иногда розоватое, полупрозрачное, заострено с заднего конца. Форма хвостовой части очень сильно напоминает медицинский инструмент – ланцет, и от этого термина происходит название вида ланцетник. Длина тела варьирует от 5 до 8 см. Нижняя часть переднего конца ланцетника имеет ротовое отверстие, окруженное щупальцами. Ими создается непрерывный ток воды,
захватывающие пищевые частицы, увлекаемые потоком и направляемые в глотку животного. Хвостовая часть позволяет животному перемещаться. Центральная нервная система представлена нервной трубкой, лежащей над хордой. Передняя часть нервной трубки выходит за край хорды, поэтому подтип был назван головохордовые. Головной и спинной мозг уже различимы, они выполняют разные функции, однако внешне различимы плохо. У взрослой асцидии органы чувств не развиты, однако у ланцетника данная система органов представлена тактильными рецепторами на щупальцах вокруг ротового отверстия, светочувствительными клетками и клетками химического чувства. Мышечная система позволяет активно перемещаться и закапываться в грунт. Она имеет сегментированное строение, позволяя осуществлять волнообразные движения тела. Пищеварительная система начинается предротовой воронкой. Чем окружена эта воронка? Какие функции выполняют эти образования? Воронка окружена щупальцами. Они осуществляют движение, чем привлекают поток воды с пищевыми частицами. Ротовое отверстие окружено мускулистой перепонкой, которая разделяет ротовое отверстие и глотку. Наиболее крупные частицы останавливаются лентовидными выростами этой перепонки. Жаберные щели пронизывают глотку, однако внешне они не видны и покрыты защитными складками кожи. Глотка переходит в короткую кишку, снабженную печеночным выростом, который, как и кишка, выделяя пищеварительные ферменты, способствует расщеплению и всасыванию питательных веществ. Питается ланцетник различными инфузориями, водорослями, личинками беспозвоночных. Ланцетник имеет примитивную выделительную систему, которая представляет собой систему нефридиев, наподобие тех, которые имелись у кольчатых червей, расположенные по бокам глотки. А вот дыхательной системы, как таковой, у ланцетника нет. Газообмен осуществляется путем диффузии через всю поверхность тела. Кровеносная система замкнута и устроена следующим образом. Кислород, поглощенный кровью, направляется через жаберные артерии и проходит через спинную аорту к хвостовой части тела ланцетника. Пройдя по капиллярной системе, кровь, бедная кислородом, впадает в непарную вену. Через воротную систему печени, венозный синус и парные вены кровь направляется в брюшную аорту. Исходя из того, что мы теперь знаем о кровеносной системе, как вы думаете, сколько кругов кровообращения имеет ланцетник? Ланцетник имеет один замкнутый круг кровообращения. Интересен факт: кровь ланцетника не имеет пигментов, поэтому она бесцветна. Половая система устроена примитивно. Ланцетники раздельнополые, железы парны, расположены посегментарно вдоль тела животного. После созревания половые клетки выходят прямо через покровы животного в воду, минуя протоки, поскольку их у ланцетника нет. Размножается ланцетник в теплое время года. В Черном море, начиная с мая до начала августа. Половозрелости достигают на втором году, а срок их жизни до 4 лет. Развитие ланцетника представляет интерес не только в качестве зоологического вопроса, но и с точки зрения проблемы эволюционного развития, поскольку, как уже было сказано, подтип бесчерепные, к которому принадлежит ланцетник, является переходной таксономической группой между беспозвоночными и развитыми позвоночными. Распространен ланцетник не очень широко, только в теплых и умеренных морях, предпочитает температуру воды от 17 до 30 градусов, обитает в частности в Черном море, Тихом и Атлантическом океанах, зарываясь наполовину в песок, выставив переднюю часть тела из грунта. Активен в ночное время, потому что боится яркого света. Подтип беспозвоночных черепных животных весьма высокоорганизованная группа хордовых животных, если точнее сказать, высший таксон. К данному подтипу принадлежит класс хрящевые рыбы, класс костные рыбы, класс земноводные, класс пресмыкающиеся, класс птицы, класс млекопитающие. Опорой телу позвоночных служит усовершенствованная в ходе эволюции конструкция внутренний скелет.
Основой внутреннего скелета является позвоночник. У моллюсков, членистоногих, имеется иная разновидность скелета – скелет внешний, то есть опорой служат известковые или хитиновые покрытия тела. Позвоночник – это несущая структура, состоящая из элементов, позвонков, скрепленных между собой суставными сочленениями и связками, мышцами между ними. Чем сложнее организовано животное, тем сложнее устроен позвоночник. Принцип его устройства в целом не меняется, однако с повышением уровня организации увеличивается количество отделов и степень извитости на протяжении всей его длины. Так у рыб всего 2 отдела – туловищный и хвостовой, а у человека, как представителя высокоорганизованного класса млекопитающих, уже 5. Нервная система довольно развита, и это обусловлено высокой активностью животных, многообразными способами приспособления к природным условиям. Нервная система, состоящая из спинного и головного мозга, расположена над позвоночником. Этот порядок расположения спинного мозга относительно позвоночника мы уже видели у представителей бесчерепных, как и то, что пищеварительный тракт располагается под позвоночником, что видно из нашего рисунка поперечного разреза ланцетника и костной рыбы. Мозг – сложно устроенная структура у представителей подтипа черепных, заключен в особый костный каркас, который принято называть черепом. Функции черепа многообразны. Основным его назначением является защита головного мозга, прикрепление мышц, управляющей челюстным суставом, ушными раковинами и иными органами, располагающимися на голове и внутри черепа. В частности, вместилищами глаз являются глазницы черепа, а глаза, являясь одним из главных органов чувств, дают животному стереоскопическое зрение. Надкласс рыбы – это группа позвоночных животных, с успехом освоившая водную среду обитания. Обитают представители надкласса рыбы в пресной, озерной, морской, океанической воде, дыша в ней жабрами. Ныне живущие рыбы представлены 2 классами – классом хрящевые рыбы и классом костные рыбы. При встрече с представительницами этого класса животных многие из вас брезгливо поморщатся или испуганно завизжат. Не зря ведь даже в сказках прекрасную царевну злой колдун превращал в отвратительную лягушку, как антипод доброго и прекрасного. Но время шло, люди становились умнее и мудрее, и вместе с этим менялось их отношение к лягушке. Наверняка вы сильно удивитесь, узнав, как много памятников в мире установлено этой замечательной особе. На Земле есть памятники лягушке в знак уважения и признательности за поистине неоценимые заслуги этого малоприметного создания в медицинских, физиологических и фармакологических исследованиях. Есть шуточные памятники лягушкам, литературным героям. Есть целые музеи, посвященные им и рассказывающие о них. Сегодня поговорим о вкладе лягушек в развитие жизни на Земле. Ведь они первые освоили сушу, дав начало новому витку эволюции. А первым быть всегда трудно, но и почетно. Произошло это столь замечательное событие почти 300 миллионов лет назад, в Девонском периоде палеозойской эры. Обширные болота, возникшие на Земле к тому времени, доставляли своим обитателям немало хлопот. Ведь теплая вода содержит меньше кислорода, чем холодная, поэтому там, где в мелкой воде скапливается слишком много водных организмов, им очень скоро перестает хватать кислорода. Большинство примитивных костных рыб заглатывали воздух на поверхности воды. Тонкие кровеносные сосуды, обрамлявшие их горло, поглощали кислород непосредственно из воздуха. Со временем у первых костных рыб развились легкие, которые могли наполняться воздухом, и появились ноздри, через которые они этот воздух вдыхали. Так что дышать кислородом воздуха животные научились задолго до выхода на сушу. Несмотря на кажущуюся беззащитность амфибий, можно встретить во всех частях света, за исключением Антарктиды. Им подвластны невероятно сложные условия проживания, в том числе в соленых водоемах, в засуху и мороз. Их можно обнаружить в Гималаях на высоте 4500 метров и под землей в
пустынях и за полярным кругом. Конечно, больше всего видов земноводных обитает в тропических странах, где тепло, влажно и изобилие пищи. Современная фауна включает около 5000 видов амфибий, объединенных в 3 отряда – хвостатые, бесхвостые и безногие. Пресмыкающиеся – это эволюционно развитый многочисленный класс животных, насчитывающий около 7000 видов. Много миллионов лет тому назад класс пресмыкающихся или рептилий был в видовом смысле более разнообразен и богат, а теперь данная группа – это лишь разрозненные остатки когда-то мощного по представительности и количеству живущих на планете животных. Пресмыкающиеся делят на 4 отряда: чешуйчатые – 6500 видов, черепахи – 230 видов, крокодилы – около 20 видов, клювоголовые – 1 вид. Птицы являются теплокровными, яйцекладущими животными, у которых вся их физиология и анатомия – это результат приспособленности к полету. Их перья, облегченные кости, форма тела, подчиненная аэродинамике, распределение мускулатуры и внутренних органов – все это черты организма, чье существование связано с воздушной средой обитания. Наука, занимающаяся изучением птиц, называется орнитологией. Ее роль и значение актуальны в связи с тем, что год за годом увеличивается количество видов птиц, нуждающихся в охране. Как полагают ученые, палеонтологи, древнее животное археоптерикс, жившее около 150 миллионов лет тому назад, стало одним из близких родственников предков современных птиц. Он, как и рептилия, имел особое строение тазовых костей, ребер, зубов, хвоста. Вместе с тем его организм был оснащен большими маховыми крыльями, подобно птицам. Также есть мнение, что были иные виды динозавров, ставших предшественниками современному классу птиц. Птицы – это теплокровные позвоночные животные, населяющие все экосистемы планеты за исключением Антарктиды. На сегодняшний день известно более 10 тысяч видов птиц. Значительное количество видов птиц совершает регулярные, подчиненные биологическим ритмам миграции из одного региона планеты в другой. Существуют птицы, кочующие в пределах одного единственного ареала. Вместе с тем, при кажущемся однообразии в строении птиц, общности их образа жизни различают экологические группы, которые выделяют согласно принадлежности к определенным условиям обитания. В сказаниях и мифах многих народов мира птицы были неким символом грядущих перемен, событий, а в ряде случаев люди награждали птиц сверхъестественными способностями. Так в русских сказках встречается упоминание жар-птицы, глаза которой подобны кристаллам, крылья подобны огню, а питается красавица-птица исключительно золотыми яблоками. Грозная двуголовая птица Гром, что жила в поверьях древних индейцев, извергала молнии и могла вылить огромное количество воды на людей. Многие и многие истории, пришедшие издревле, свидетельствуют о птицах как о существах высшего порядка. Возможно, это связано с недоступным природе человека свойством к полету, а возможно с тем, что птица в подавляющем количестве случаев была и является кротким, беззащитным свидетелем развития человеческой цивилизации. Класс млекопитающие – это многочисленная и широко представленная во всех географических широтах группа животных, произошедших от древних палеозойских рептилий. В особенности близкая к млекопитающим группа является отряд зверозубых, у представителей которых зубы дифференцированы, выполняя определенные функции. Резцы, клыки, коренные зубы находятся в определенных углублениях, называемых альвеолами. Класс млекопитающие – это класс позвоночных животных, объединенных по ряду общих для этой таксономической группы признаков. Наименование маммалия представляет собой производное от латинского слова «мамма» – грудь. Наличие млечных желез и сама способность вскармливать детенышей молоком – это один из основных признаков данного класса. Класс млекопитающих делится на 2 подкласса – первозвери и звери. В свою очередь, подкласс звери делится на 2 группы – сумчатые и плацентарные.
Подкласс первозверия – подкласс реликтовых относительно других млекопитающих примитивных животных. Их особенностью является так называемое незавершенное живорождение, при котором самка откладывает яйца, содержащие наполовину сформированный эмбрион. Представителями данного подкласса являются утконос и эхидна. Подкласс звери – это группа животных, воспроизведение которых заключается не в откладывании яиц, как у большинства пресмыкающихся также птиц, а в живорождении. Детеныш имеет все для активного включения в процесс жизнедеятельности. Однако нуждается в особом режиме вскармливания молоком и продолжительном участии родителей в его росте, привитии полезных с точки зрения выживания, адаптации, навыков. Какие выводы можем сделать по сегодняшнему уроку, ребята? Хордовые – это группа животных, для которых характерно наличие осевого внутреннего скелета в виде хорды. На спинной стороне, непосредственно над хордой, располагается нервная трубка с внутренней полостью невроцелем. Как хорда и нервная трубка, тянущиеся вдоль тела животного, спереди от них располагается пищеварительный тракт, имеющий сквозное строение. Начиная с ротовым отверстием, заканчивается анальным. Кровеносная система имеет замкнутый вид, кровь по которой приводится в движение благодаря мышечному полому органу – сердцу. Тип хордовый делится на 3 подтипа – оболочники, бесчерепные, позвоночные или черепные. Ребята, спасибо за внимание. До новых встреч!